Сегодня очередное время очередного консультационного часа, и сегодня сложная тема, новая тема, мало разработанная тема, да, экстремизм в молодежной среде в условиях современного российского общества. Как это можно заметить простым педагогам, родителям, немножечко разобраться в понятиях. Сегодня помогу я вам с психологической точки зрения, да, Коваленко Елена Васильевна, конечно же, ни в коей мере не заходя в понятие смежных профессий. На сегодняшний день подрастающее поколение остается пока самой незащищенной в культурном отношении категории населения, которая находится в таком своеобразном ценностном, духовном вакууме, да, который немного пытаются заполнить отдельными какими-то движениями, такими просоциальными, да, но тем не менее большая часть несовершеннолетних оказывается не охваченной такими вот духовными направлениями. И наряду с позитивными характеристиками молодого поколения ни в коей мере не отменяем наличие одаренных детей, занимающихся в различных кружках, стремящихся к определенным целям. Наряду вот с позитивными характеристиками молодого поколения все-таки появляются тревожные симптомы социальной такой политической инфантильности молодежи, утраты национальной культурной идентичности, проявления такого выраженного индивидуализма, эгоцентризма, авторитарной направленности в общении, требования согласия только с собственной позицией при игнорировании чужих точек зрения и в том числе такой диверсификации духовных ценностей. И что еще наблюдается, да, у современной молодежи, это такие отсутствие жизненных перспектив, перспектив самоактуализации. Тоже выходим в школы, сталкиваемся, что в участии детей вот нет каких-то видений жизненных перспектив, не прогнозируют будущее, да, живут одним днем и так далее. Вот наблюдаются факты дезорганизации молодежи, подверженности ее влиянию, экстремизму, разрушающему традиционные ценности, да, русской национальной культуры, либо национальных культур других народов, тенденция роста неформальных молодежных групп и объединений, среди которых, конечно же, особую тревогу вызывают молодежные неформальные объединения экстремистской направленности, которые способствуют формированию молодых людей установок, отрицающих многие существующие ценности общества. В образовательном учреждении, конечно же, в образовательных учреждениях особую актуальность приобретает деятельность по профилактике молодежного экстремизма. Важно понимать, что это за явление и откуда берутся причины его возникновения. Молодые граждане пополняют ряды экстремистских, террористических организаций. В настоящее время членами таких организаций являются не только молодые люди в возрасте до 30 лет, да, более старшего такого возраста, но и нередко в том числе несовершеннолетние лица, начиная где-то от 12, 13, 14 лет. И основной, скажем так, основная группа риска – это дети 15-18 лет, несовершеннолетние 15-18 лет. Субъектами вот преступления выступают в основном, конечно, лица мужского пола, но членами неформальных молодежных экстремальных группировок наряду с молодыми людьми иногда уже становятся и девушки. В отличие от обычных групп подростков, которые совершают хулиганские действия, как правило, с какими-то демонстративными целями, неформальные экстремистские группировки, они все-таки осуществляют свои противоправные действия, базируясь на определенной идеологии, которая
по их представлению, послужит гарантией существования некого иллюзорного идеального мира. Но вообще экстремизм по определению – это приверженность крайним идеям, взглядам и действиям. Ему присуще все-таки наличие насилия или его угроз, однобокость восприятия проблем и поиска путей их решения, стремление навязать свои принципы и взгляды, ну, некоторого рода фанатизм, опора на чувства, инстинкты, предрассудки, неспособность или игнорирование такого явления, как толерантность, компромиссы. То есть, ну, вот такое вот крайнее мышление крайностей, скажем так, да. Важно понимать, что понятие экстремизм, экстремистская организация, экстремистские материалы получили закрепление в статье 1 федерального закона от 2002 года 114 ФЗ о противодействии экстремистской деятельности. И Уголовный кодекс Российской Федерации также под преступление экстремистской направленности понимает преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Навязываемая экстремистская система взглядов, она является для молодежи привлекательной в силу того, что идеи достаточно простые, однозначны, обещание возможности изменить сложную ситуацию, мироустройство незамедлительно сейчас же, увидеть результаты своих действий, пусть и агрессивных. То есть вот необходимость личного участия в каких-то сложном, кропотливом труде, выстраивании там, каких-то процессов экономических, социальных, политических, все это долго, трудно, трудозатратно, и поэтому вот эти идеи достаточно популярны и подменяются вот такими примитивными призывами к полному разрушению существующих устоев, да, и замены какими-то утопическими проектами. Наряду вот с политическим, религиозным, националистическим, экологическим экстремизмом выделяют вот прямо в отдельную группу подростково-молодежный экстремизм. Это взгляды и типы поведения молодых людей, которые основаны на культивировании принципа силы, агрессии в отношении окружающих, вплоть до прямого насилия. Проявляется в подростковой и молодежной среде в качестве нетерпимости к инакомыслящим, особенно к представителям определенных молодежных движений, стремление к созданию какого-то тоталитарного сообщества, основанного на подчинении. Следует выделить основные особенности экстремизма в молодежной среде. Ну, во-первых, экстремизм формируется преимущественно у молодых людей с неустановившимися взглядами на происходящее. То есть там, где есть такое диффузное, да, представление об окружающем мире. Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в системах и ситуациях, характерных отсутствием каких-то действующих нормативов, установок, ориентирующих все-таки молодых людей на законопослушность, принятие государственных норм. То есть там, где нет четких правил, границ, норм, там появляется хорошая такая почва для внедрения вот, ну, таких, скажем так, антисоциальных идей. В-четвертых, данный феномен характерен для общностей не столько с так называемым низким уровнем культуры, сколько с культурой разорванной, деформированной, не представляющей собой целостность. То есть когда детей не ведут вот, в развитии определенной культуры, да, пошагово, а есть какие-то обрывки разных направленностей. Ну и в-пятых, экстремизм соответствует обществам и группам, допускающим все-таки идеологию насилия, нравственную неразборчивость, особенно в средствах достижения целей. То есть там, где в среде дозволяется, допускается насилие, да, начинаем там с того же буллинга, да, то там есть хорошая почва для развития экстремизма. Причиной возникновения экстремистских проявлений в молодежной среде можно выделить несколько. Мы не будем перечислять, конечно же,
экономические, социально-политические какие-то аспекты. Это достаточно понятно. Это прежде всего отсутствие либо резкое изменение системы ценностей, да, ценностных ориентаций. И там, где, допустим, есть поток каких-то непонятных ценностей, там, где есть присутствие потока вот таких вот нетрадиционных каких-то ценностей, но и отсутствуют традиционные ценности, там дети начинают впитывать какие-то чуждые, да, российскому, допустим, обществу ценностей. В том числе используют молодежь в деструктивных целях и используют их психологические особенности, а именно агрессия, которая свойственна молодежной психологии, активно используется опытными лидерами для своих целей. Это и так называемые группы смерти мы знаем, да, и в том числе и группы экстремистской направленности. И широкое использование сети интернет, в том числе в распространении вот такой вот подобного рода информации. Именно интернет обеспечивает допуск к широкой аудитории и пропаганде вот такой вот деятельности, возможность размещения противоправной информации. О том, что важно смотреть и быть в курсе того, что смотрят дети в интернете, да, об этом уже мы неоднократно говорили. Важнейшей причиной экстремистского, вот такого нетолерантного, агрессивного отношения выступает некий психологический барьер, который у детей невольно даже формируют родители. Начиная с маленького возраста, это понятие свой-чужой. Да, даже в семье, когда рождается малыш, родители смотрят, да, ага, глазки наши, да, ноги не наши, да, там, и так далее. Вот эта вот штука свой-чужой, она с одной стороны свойственна любому, скажем так, роду, да, оно с одной стороны защищает, помогает выделять своих, а с другой стороны является вот такой вот основой как раз-таки для появления нетолерантности, то есть страх перед непохожим на себя. Это вот обусловлено наличием таких вот особенностей в психике человека, которые служат почвой для формирования установки на агрессию по отношению к иному, к другому. И вот сейчас среди детей и на практике, когда видим, да, группы детей, именно происходит деление вот на такие вот моменты, свой-чужой по какому-либо признаку. И почему это происходит? Первая особенность состоит в том, что люди, похожие на нас, кажутся нам привлекательнее, безопаснее тех, кто отличается от нас. И принадлежность к какой-то группе людей придает человеку чувство уверенности, да, собственной значимости. Объединяться люди могут, в принципе, вокруг любой идеи, даже самой абсурдной, только по принципу, потому что он похож на меня, и мне важно быть похожим на него. А вот все другие, да, они уже служат таким, мы против него боремся, да, и из-за этого крепче объединяемся. Вторая особенность заключается в том, что некоторые люди сознательно или бессознательно перекладывают ответственность за свою жизнь на кого-то другого. То есть во всем виноваты, там, условно я скажу, да, рыжие, да простят меня рыжие, да, но имеется в виду, что выбирают какую-то группу с иным признаком, да, и обвиняют во всем ее. И психологически это срабатывает как способ защиты и самооправдания от собственных неудач. Поэтому одной из важнейших задач по преодолению вот этого такого нетолерантного мышления у подрастающего поколения, которое и ложится в основу экстремизма, является вот преодоление вот этих вот тенденций свой-чужой, формирование такой социально-психологической устойчивости по отношению к этому явлению. И важно это делать, конечно же, с маленького возраста. То есть там, с группы детских садиков, когда мы ищем, чем мы похожи, там, Маша с Петей, да, чем похожи в группе. И то же самое делаем в школе и в классе. То есть чем больше мы находим похожести, тем выше и уважение к различиям, тем выше толерантность у детей.
То есть такая социально-психологическая устойчивость предполагает все-таки толерантность к многообразию мира, к этническим, культурным, социальным, мировоззренческим различиям. Она выражается через систему социальных установок, ценностных ориентаций, опирается на способность все-таки к сохранению нервно-психического равновесия в самых разных жизненных ситуациях. А как же выявить признаки, что ребенок вовлечен в какие-то вот экстремистские сообщества? Ну, такие примерные маркеры для выявления. Напоминаем, да, что вот эти все явления, скажем так, новые, да, малоизученные, поэтому опираемся на то, что пока имеем в опыте. Очень важно, конечно же, наблюдение за детьми, да, без этого, то есть тестов на выявление экстремизма, они разрабатываются, но таких вот опробированных, массовых их пока нет. И полагаемся в основном на внимательное отношение педагогов, родителей. К числу признаков вот, введения деструктивного психологического воздействия на ребенка можно отнести, во-первых, внезапное изменение лексики у ребенка, не связанное с получением новых знаний в ходе образовательного процесса. Резкое увеличение числа разговоров на какие-то несвойственные ребенку политические, социальные темы, в ходе которых высказываются крайние суждения и проявляются признаки нетерпимости. Устойчиво произносятся ранее неупотребляемые ими слова, которые не характерны для вот конкретной микросоциальной группы или семьи. И обозначают, например, иерархию в какой-то религиозной или военизированной структуре. То есть появляются такие слова, как там пастор, учитель, старейшина, гуру, эмир и так далее. Появляются какие-то новые социальные обязательства тоже, да, то есть выполняют некие роли, становится понятно, да, что в какой-то структурированной группировке. Произносятся цитаты из религиозных текстов, текстов из выступлений каких-то лидеров, деятельность которых направлена на насильственное все-таки изменение, ну, мироустройства, скажем так. Второе – это резкое изменение в поведении несовершеннолетнего, появление ранее не характерных для конкретного вот человека маркеров поведения. То есть общительный молодой человек становится замкнутым, настороженным, раздражение в случае расспросов по поводу его состояния, симптоматика устойчивого страха, подозрительности. Опять же, напоминаю, что какое-то вот резкое изменение, да, то есть мы можем сказать, что ребенок стал другим. Возможен диаметрально противоположный вариант, то есть человек наоборот становится, молодой человек становится уверенным в себе, самоуверенным, высокомерным, когда получает поддержку в новой социальной для него группы. Внезапная интенсивная увлеченность силовыми видами спорта, рукопашным боем, боями без правил, стрельбой, повышенный интерес к владению холодным оружием. Таким тоже фактором является изменение отношения к женщине. То есть поддерживаются и одобряются разговоры о неполноценности женщин, о их невысоких умственных способностях, то есть отношение к женщине как к низшему существу. Резко изменяется рацион питания, пищевой рацион, и повышенное увлечение какими-то вредными привычками, прогрессирует ненормативная жаргонная лексика. И еще один признак – это частая смена сим-карт. В-третьих, подросток начинает проводить много времени за компьютером или самообразованием по вопросам, не относящимся к школьному обучению, какая-то художественная литература специфическая, фильмы, компьютерные игры. Это уже больше, может быть, даже к родителям, да? Наличие большого числа сохраненных ссылок или файлов с текстами, видеороликами или изображениями экстремистско-политического, социально-экстремального содержания. Удаление истории, посещений сайтов и иных файлов, содержащие данные о работе в сети практически после каждого выхода в сеть интернет.
Внезапная, без видимых причин увлеченность религиозными, эзотерическими материалами, видеоролики, тексты, специализированные электронные ресурсы. А в разговорах ссылки на новые авторитеты в этой области. И увлеченность специальными компьютерными играми, в которых разыгрываются смешанные онлайн, офлайн сценарии, основанные на пропаганде религиозного, расового, этнического, политического противостояния, включающие прямые насильственные действия в реальной жизни. То есть тогда, когда от ребенка требуют определенные действия. Ну и псевдонимы в интернете, пароли и так далее, которые носят крайне экстремистский характер, появление постов, картинок, да, содержащих символику определенных экстремистских направлений. Могут, но сейчас это не так, да, то есть у нас несовершеннолетние подростки, молодежь в принципе одевается специфически, да. Опять же, можем только сказать, что, допустим, резко изменился стиль одежды и внешний вид. То есть девушка, например, начинает резко носить скромную одежду с монотонных цветов, исчезают какие-то яркие элементы одежды, изменяется прическа, то есть появляются такие специфические, да, элементы, например, в стрижке, либо определенным образом борода оформляется. Юноши тоже могут перестать носить яркие цвета, одевают цвета более однородные. Появляются специфические татуировки, чаще всего, например, цитаты с религиозными текстами. И, ну, совсем уж, скажем так, ярко, да, это появляется одежда с нацистской символикой, предметы, атрибуты с нацистской символикой и татуировки соответствующего тоже содержания. Ну и последний фактор, появляются новые знакомые с неочевидной социальной идентификацией. Новые знакомые не принадлежат к одноклассникам, по возрасту чаще всего значительно старше. Идет явное несовпадение круга интересов предыдущих с новым кругом знакомства. Новые знакомые не сообщают о своей предыдущей жизни, умышленно искажают их, то есть являются такими темными лошадками. Да? И новые знакомые избегают знакомства с семьей или ближайшим окружением обучающегося, предпочитают общение онлайн или закрытые чаты, мессенджеры, то есть, ну, такое, да, закрытое общение. Кто подвержен воздействию вот подобного рода идей? Да? Специалисты выделяют следующие группы людей, в отношении которых возможно навязывание экстремистских идей, и это важно понимать родителям, педагогам, кому нужно уделить вот больше индивидуального, скажем так, внимания, особенно в кризисные периоды, в периоды личностного становления, да, ну вот возрастные кризисы. Ну, во-первых, это дети с истероидным радикалом личности, демонстративным, да, лица с какой-то паранояльной настроенностью, ну, с таким подозрительностью, скажем так, выраженной, зависимые типы личности, лица из семей с гиперопекой также имеют склонность подпадать под воздействие иных авторитарных личностей. Лица из асоциальных семей часто могут с целью вот самоутверждения попасть вот под воздействие несовершеннолетние с ограниченными возможностями, либо дети, пережившие тяжелые психотравмы. То есть это вот на кого следует обратить внимание. Кроме того, это дети с развитым эдетическим восприятием, да, с таким ярким, образным, и дети, в принципе, из семей с религиозно таких экстремистских объединений, либо каких-то сект. Какая еще преддиспозиция может быть у детей? Прежде всего, это низкая самооценка,
с постоянной, зачастую такой агрессивной готовностью защищать свою личность, да, при любом, ну, даже незначительном факторе, задевающем ребенка. Это переживание социальной несправедливости ребенком со склонностью проецировать причины своих неудач на близкое окружение и общество в целом. Это социальная изолированность и отчужденность, ощущение нахождения себя на, скажем так, ну, на обочине жизни, да, и потери каких-то жизненных перспектив. То есть дети в таких, ну, в кризисных, скажем так, ситуациях. Ну и сильная, и, как правило, неудовлетворенная потребность в присоединении или принадлежности к какой-то значимой группе. То есть если мы видим, что ребенок отвергается школьным сообществом, то есть вероятность, потребность в принадлежности к какой-либо группе удовлетвориться иным способом, возможно, в девиантной группировке. Ну и в целях первичной профилактики экстремизма необходимо, конечно же, проводить, рекомендуются следующие мероприятия. Ну, информирование обучающихся об опасности экстремистских организаций в контексте каких-то исторических событий, объективный анализ без подмены понятий, вот, аспектов агрессии, да, таких вот объединений. Это проведение, конечно же, педагогических советов с приглашением все-таки сотрудников правоохранительных органов для того, чтобы тоже более подробно разъясняли вот это вот современное направление, да, молодежный экстремизм. Проведение классных часов, родительских собраний, где будут разъяснять в том числе и родительскую позицию в отношении своих детей. Обязательно наблюдение за внешним видом обучающихся, за тем, как они проводят свободное время, каким образом используют сеть интернет. Важно, конечно же, вот так называемые мягкие, да, мягкие профилактические мероприятия. Это когда все-таки обучающиеся привлекаются к здоровому образу жизни в контексте какой-то общесоциальной такой нормы. Да, это и стандартные спортивные, культурно-массовые, досуговые мероприятия. Конечно же, важно укреплять толерантное сознание не только у детей, но и у взрослых. На сегодня иногда родительская аудитория более агрессивно по отношению друг к другу, да, и нежели дети. То есть бывает, дети быстрее решат конфликтную ситуацию, а родители продолжают в ней еще участвовать, включаться, раздувать эту ситуацию, когда уже для детей она, в принципе, завершена. Помогать формировать ребенку такие социальные компетенции, как умение слушать, сочувствовать, сострадать. И сейчас этому учат педагоги, но не учат родители. Да, то есть есть вот такой момент. А все-таки эти ценности прежде всего закладываются в семье. Важно снижать у детей предубеждения и уходить от стереотипов в сфере межличностных конфликтов. Очень часто, да, дети говорят, что до победного, то есть я буду с ним спорить до победы, да, и таких понятий, там, как компромисс, позиция выиграл, да, то есть они таких моментов в решении конфликтов даже не знают, потому что не видят этого у взрослых, да. Важна, конечно же, совместная деятельность детей, подростков, дискуссии, ролевые игры на вот такие темы именно толерантности, да, в рамках школьного процесса, конструктивных способов разрешения проблем, да, в повседневном каком-то общении, умение вести переговоры. То есть это, я думаю, делают школы. К этому можно привлекать и родителей, потому что у родителей тоже нехватка таких компетенций. Конечно же, важно создавать альтернативные формы реализации вот такого экстремального потенциала молодежи. Да, то есть какие-то виды спорта более такие, да, где по-хорошему используется вот этот вот адреналин молодежный. Ну и вторичная профилактика – это, конечно же, организация адресной работы с обучающимися, которые уже попали под воздействие идеологии экстремизма. То
Тут, конечно же, важна грамотная психологическая помощь, да, и полное включение ребенка желательно ну, вот в другую развивающую среду развития, то есть выключение из патологической среды и включение в другую позитивную среду развития. И мы помним о том, что чаще всего включение в экстремизм у ребенка происходит из-за чувства безысходности в той ситуации, в которой оказался несовершеннолетний, которая побуждает его оценить свое положение как драматическое. И, как правило, вот стресс, вызванный тяжелым переживанием после трагического события, развод родителя, да, гибель близкого человека, резкое изменение статуса ребенка по каким-то причинам. Вот такие ситуации важно улавливать у ребенка, да, и рекомендовать родителям вовремя и педагогам вовремя обращаться вместе с ребенком к компетентному специалисту. Потому как вот эта вот значимость самоидентификации у подростка в этом возрасте, да, сильная потребность быть включенным и принадлежать определенной группе, она может вот сыграть как положительную, так и отрицательную, скажем так, роль. И вот основная работа с такими подростками, молодежью должна как раз-таки вестись в направлении переключения на какую-то положительную деятельность, формирование вот, какой-то все-таки гражданской, да, не побоимся этого слова, самоидентификации. Одной из основных вот причин приобщения подросткам к неформальным объединениям вот является вот как раз-таки, о чем мы с вами говорим, возрастная потребность в общении со сверстниками. И не всегда, да, получается найти бесплатную, скажем так, да, бесплатный кружок. То есть ребенок не всегда сам может найти такую группу по интересам. Важно помогать, потому как вопрос, каков я такой, как все, или я не такой, как все. То есть вообще, кто меня возьмет, да, возможно, одаренные дети меня и не возьмут, да, к себе, а вот эти ребята, которые предлагают вот такой вот простой путь решения моих проблем, они меня с удовольствием возьмут. Поэтому вот необходимо создание среды, где ребенок сможет быть все-таки как все, быть с одной стороны, да, то есть без айфона, не с крутой одеждой, да, но меня вот принимают в силу каких-то моих способностей, может быть, музыкальных, склонности к живописи, еще в каких-то моментах. Вот труднее всего приходится подростку, которому не удается почувствовать себя полноправным членом, например, классного коллектива, да, и, соответственно, он будет искать себе несколько иную социальную группу. Именно там он сможет реализовать свои индивидуальные притязания. Ну вот немножко коротко мы затронули достаточно такую, да, сложную тему. И как вывод, да, очень важно, чтобы в системе мер, соответственно, присутствовали все-таки совершенствование методов работы с семьей, да, может быть, больше привлечение классными руководителями, да, к контакту семей подростков, да, наблюдать больше за подростками, да, вовремя сигнализировать родителям об изменениях в поведении ребенка, помощь детям в подключении к каким-то общественным молодежным организациям, то есть иметь под рукой, скажем так, спектр контактов различных детских учреждений, организаций, к которым можно направить, куда можно направить ребенка, который вызывает у вас подозрения. Ну и, конечно же, быть внимательными все-таки к нашим детям, как родителям, так и педагогам. Помним, что, конечно же, 90% времени ребенок находится в школе, но вот эти вот духовные ценности, да, толерантные, ценности толерантности, они прививаются прежде всего в семье. Тогда, когда мы учим ребенка не смотреть
на окружающих нас людей критически, да, не ищем в них недостатки, а все-таки ищем похожесть. Ну что, на сегодня все. Такой важный момент. С вами затронули пока сложный, непонятный, да, тем не менее, немножко с вами рассмотрели. Благодарю за внимание. Угу. Вот. До встречи на следующих консультационных часах.